Портрет — это не просто изображение человека. Это всегда перевод. Перевод культуры, времени и присутствия. В этом визуальном исследовании мы смотрим, как цвет одежды и фон меняют восприятие людей Саха. Делают ли образ живым и современным, или уводят его в прошлое, в ощущение музея. Это не разговор о моде, это разговор о том, как культура дышит в кадре. Прежде чем говорить о цвете одежды, важно уточнить одно. Речь идет не о цвете кожи, как формуле. У людей Саха кожа чаще всего имеет сложный, тепло-нейтральный спектр с глубиной, полутонами и мягким отражением света. Такая кожа не любит крайностей. Слишком холодные оттенки делают лицо плоским. Слишком яркие давят и забирают нюансы. Поэтому здесь работает не любой цвет, а только тот, который держит баланс между лицом, тканью и серебром. Начнем с цветов, которые не работают. Черный цвет. Он съедает форму платья, прячет дизайн, фактуру ткани и крой. В кадре остаются только лицо и украшения. Образ становится тяжелым и закрытым. Чистый алый и красный давит на лицо и делает образ плакатным. Розовый упрощает кожу и убивает глубину. Желтый конфликтует с серебром по температуре. Оранжевый сливается с тоном кожи и стирает границу между человеком и одеждой. Фиолетовый уводит в театральность. Темно-коричневый утяжеляет и старит. Серый убивает контраст и лишает серебро ритма. Важно зафиксировать. Эти цвета неплохие сами по себе. Людям они нравятся, но в этническом портрете с плотной тканью и металлом начинает работать другая физика цвета. Теперь цвета, которые работают. Лучше всего проявляют себя глубокие, спокойные, насыщенные оттенки. Темно-синий, бордовый, изумрудно-зеленый, теплый охристо-бежевый, насыщенный красно-коричневый. Они подчеркивают глубину кожи, дают серебру контраст, но не спорят с ним, сохраняют ритм складок и конструкцию платья. Образ становится живым, собранным и современным. Теперь фон. Темный, дымчатый, исторический фон почти сразу уводит восприятие в прошлое. Появляется ощущение архивности, как будто культура зафиксирована и закрыта. Современный геометрический фон работает иначе. Он возвращает образ в сегодня. Крупная геометрия дает дыхание, ясный ритм и баланс между человеком и пространством. Мелкое и хаотичное создает шум. И главный вывод. Лучший результат возникает тогда, когда традиционная одежда не изолирована во вчера, когда фон говорит языком настоящего, а цвет подчеркивает человека, а не доминирует над ним. Это не музей, это культурный перевод, когда традиция живет сегодня.